Эркен Бакберович, есть вопросы к представителю Джоркинеша? Пожалуйста, задавайте. Уважаемый представитель Джоркинеша, скажите, пожалуйста, в вашем выступлении еще раз отметили, что не видите основания для того, чтобы удовлетворять представление Верховного суда в этой части. И, соответственно, у меня возникает вопрос, Джоркинеш обладает ли полномочием заслушать информацию представителя Верховного суда? Имеет по закону о регламенте Джорку Кенеша, что не противоречит части 3 статьи 5. Джорку Кенеш не выходит за пределы определенных конституций и законов. Нет, соответствует ли полномочия непосредственно Джорку Кенеша статье 74 Конституции Кыргызской Республики? Указано ли это полномочия? Статья 74 Конституции Кыргызской Республики, я так считаю, идет вразрез со статьей 5 Конституции, где указано, что госорганы не должны выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами. А в 74 статье просто не прописали, что Если я правильно вас понял, вы считаете, что в статье 5 Конституции есть несоответствие статьи 74, да. Или наоборот? Да. Все, вопросов нет. Пожалуйста, судья, есть вопросы? Пожалуйста, Мирнуш. Так, вы слышали выступление представителя Верховного суда, где он сказал, что каждый год Верховный суд предоставляет годовой доклад и направляет всем государственным органам власти свой доклад. Да? В чем необходимость тогда физического присутствия председателя Верховного суда в парламенте, и когда у депутатов, у парламента в том числе есть эти доклады, да, там практически вся информация предоставлена. В чем необходимость физического присутствия, Верховного суда, председателя именно Верховного суда для предоставления информации? Необходимость физического присутствия, скорее всего, обусловлена тем, что все ветви государственной власти, предоставляя отчет, присутствуют самолично. Почему бы, предоставляя информацию, председатель Верховного суда не может сделать это лично? Вся информация-то есть у парламента. Весь годовой отчет, может не отчет, а доклад у них называется, да? Доклад. Есть вся информация, вся статистическая информация, все дела, которыми рассматриваются. В чем необходимость? Необходимость в том, что депутаты, являясь избранниками народа, они могут задавать определенные вопросы. Повторюсь здесь, конечно, они должны соблюдать принцип невмешательства, но могут возникать такие вопросы, которые не касаются конкретных дел, а касаются деятельности судебной системы в общем. На что, конечно, наверное, лучше присутствие физическое самого председателя. Пожалуйста. Еще вопрос тогда. Вот по итогам тогда предоставления информации, да, председателем Верховного суда, выносит ли какое-либо решение со стороны Джорку Кенеша по итогам информации? Если есть, каково его содержание? Вы, скорее всего, знаете, да, наверное? Информацию председателя Верховного суда вначале заслушивает Комитет по конституционному законодательству, который выносит решение комитета о заслушивании, где указываются только пункты о том, что именно в рамках предоставленной информации, без дачи какой-то оценки, которая выносится на рассмотрение Джорку Кенеша. Джорку Кенеш по итогам заслушивания информации выносит постановление о том, что информация заслушана. Если есть какие-то рекомендации, выносятся рекомендации, но не дается никакая оценка. Есть. Рекомендации какого характера? Рекомендации, если там требуются дополнительные расходы из республиканского бюджета, то есть выделения, могут быть такие. Только такие рекомендации. Есть еще вопросы? Пожалуйста, Эмиль Джолдаш. Скажите, пожалуйста, вот в рамках какой конституционной функции Джорку Кенеш заслушивает информацию председателя Верховного суда? Представительной. Верховного суда. В рамках какой функции
Джохор Кеңеш, какие функции выполняет Джохор Кеңеш вообще? Джорку Кеңеш, он является высшим представительным органом, и он свою представительную функцию исполняет. Не законодательную, не, а вот В именно данном случае представительную. не законодательную вы Нет, не имеете в виду, законодательную. не контрольную Не функцию, контрольную, а только именно как представительную, представительный да. орган, да? Понятен. Есть еще вопросы? Пожалуйста, человек. Камила Бешембековна, у парламента или непосредственно у депутата тоже есть такие инструменты получения информации, как запрос депутата. Да? Можно ли было бы использовать вот такого рода инструменты? Это один момент. Да? И второе, если, например, председатель Верховного суда даст видеообращение, да, вот, выскажет вот этот свою информацию через видеообращение, вот вы говорите через ТВ, через радио, только вот парламентский канал может это донести. А если, например, другие способы передачи информации, это будет отвечать требованиям открытости, как вы сказали, прозрачности деятельности государственных органов? Несомненно, это будет отвечать, но, как я говорила выше, депутаты, являясь народными избранниками, они могут от имени народа задавать какие-то вопросы с принципом невмешательства. Пожалуйста, Эмиль Джанович. Еще один вопрос. Вот по содержанию рассматриваемой сегодня нормы, вы согласны, что он не содержит в себе обязательность, периодичность, и, как вы сказали, обязательность присутствия, но присутствие связано это с формой работы, да, принятой самого законодательного органа. И вот вам не кажется все-таки, что вот эти свойства, как обязательность, периодичность, и то, что депутаты, в общем-то, может быть, даже в рамках предоставленной информации задают вопросы, что это все-таки является формой давления, что это все-таки форма какого-то преимущественного положения, в данном случае, парламента по отношению к судебной власти. Нет, опять же говорю, Джохор Кеңеш, реализуя свою представительскую функцию, является площадкой между государственными органами и избирателями. То есть на этой площадке реализуется право избирателей для получения информации, отчетов государственных лиц, других, в данном случае информации Верховного суда. Вы в этом случае, говоря о представительной функции Джохор Кеңеша, вы имеете в виду вот что, да? То есть вы в самом начале сказали, что единственным источником власти является народ. Да. И, разумеется, народ должен доминировать над всеми ветвями власти и вообще над государственной властью, да? Да. И в данном случае вы допускаете в этом случае, что подобное доминирование, как представители народа, оно происходит. Вы это ведь хотите Нет, доминирования здесь нет. сказать? Доминирование... Вы знаете, вот народ хочет услышать Да. ответы на свои вопросы. Да. Вы вот что имеете в виду, когда говорите о представительной функции парламента, да? Заслушивая информацию председателя Верховного суда, при этом задавая вопросы, пускай в рамках этой информации, которая предоставлена, да? Но никакой другой орган не наделен представительной властью. Ваш ответ понятен, спасибо. Пожалуйста, Маргарита Сабековна. Здесь вы сказали, что вы увидели, по крайней мере, конфликт конституционных норм, да, статьи 5 и статьи 74. Я так понимаю, правильно? Мы вас Да. правильно поняли, да? Значит, вы считаете, что 74-я статья Конституции противоречит статье 5, правильно? Да. Хорошо. Пожалуйста, еще Не противоречит, но 74-я статья не полностью раскрыта. Я отвечу. Просто та статья дает дополнительное право Джохор Кеңешу. Вы так считаете? Хорошо, что Полмокону, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, Конституция 2007 года, она предусматривала, да, ежегодную информацию председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда, да, а Конституция уже 2010 года, она не предусматривает отчет, информацию председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда. Закон о регламенте Джохор Кеңеша был принят в апреле 2012 года, да? И почему же вы не привели в соответствие, не приведено в соответствие с Конституцией? И почему нет отчета Конституционной палаты тогда? Когда принимали регламент, я извиняюсь, коллега что-то хотел сказать. Можно
не отвечу, потому что там в этом норме соблюдены принципы невмешательства в судебную деятельность. И в связи с этим мы приняли вот этот регламент. Вот эта норма соответствует Конституции Кыргызской Республики. Там просто речь идет об информации, не об отчете. А председатель Конституционной палаты почему не стоит? Это вопрос. Менее важный орган, чем Верховный суд, да? Нет. Конституционная палата относится к Верховному суду, и поэтому считалось, что Верховный суд, он даст информацию за все органы. Ну а с того периода в отчете председателя Верховного суда есть отчет о работе Конституционной палаты? Нет, не было. То есть тогда вы сами себя опровергаете, да, ваше утверждение? Этот вопрос вставал уже о том, что Конституционная палата, информация Конституционной палаты ни в каком виде не была предоставлена. Но мы обсуждали, у вас сайт довольно-таки доступный, у вас все раскрыто. В то время как местные суды и Верховный суд, их деятельность весьма обширна, и ее охватить простой человек, он по всем сайтам не сможет. Тогда как информация предоставляемая, она лаконична, собрана все и понятно. Ясно. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Джидгель Иванович. Вот вы в своем ответе всегда акцентируете свое внимание на принцип соблюдения принципа невмешательства при слушании информации. Да? Но в то же время из вашего ответа следует, что как представительный орган парламента, любой депутат, ссылаясь на своих избирателей, могут задавать разные вопросы, и вы можете, что здесь гарантируется недавление по каким-то конкретным вопросам на деятельность судебной власти? Нет, депутат не вправе задавать вопросы, которые выходят за рамки закона. А на практике мы же часто видим, На когда практике, да, но, как я указывала, председатель Верховного суда имеет полное право сказать, что отказаться от дачи ответа, ссылаясь на нормы Конституции и законов о том, что никто не имеет права вмешиваться в отправление правосудия. Таким образом только можно будет не давать ответа. Еще вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что есть некое противоречие между статьями Конституции, и поскольку есть такое противоречие, то вы исходите из нормы статьи 5 Конституции, которая позволяет Джоргу Кенешу расширять свои полномочия. Вот по вашей логике, если исходить из той логики, которую вы изложили, тогда получается, Джорг Кенеш может расширять полномочия и по отношению к другим государственным органам? Тут идет речь не о расширении полномочий, Что это было? тут указано, что государства не могут выходить за рамки полномочий, определенных настоящей Конституцией и законами. Но Джоргу Кенеш, прописав о том, что заслушивает информацию, он предусмотрел о том, что максимально эта информация будет защищена. То есть принцип невмешательства был предусмотрен. И как бы мы считаем, что это довольно-таки безобидная такая форма получилась. Информация заслушивается без принципа вмешательства. Если вопрос стоит о недопустимости вмешательства в деятельность судебной системы, вообще принятие постановления, насколько это правильно? По итогам заслушивания информации председателя Верховного суда, где даются рекомендации Верховному суду? Не Верховному суду даются рекомендации. Они могут даваться только правительству. Верховному суду ничего не дается ни оценка. Это принимается только в форме того, что заслушивание, по результатам заслушивания принять к сведению и все. И если только есть такие моменты, когда требуется в следующем году предусмотреть из бюджета дополнительные средства или что-то, это может указаться. Больше ничего. Принимается к сведению, без дачи оценки, без каких-то дополнительных.
Хорошо, постановление, может быть, и не дает оценка, но определенные оценки звучат со стороны отдельных депутатов касательно деятельности судебной системы. В письменном виде никогда мы этого не фиксировали, не знаем, если Ну, только почему в не устном фиксируете? порядке. Нет, если Стенограмма это- заседания ведется? Да, но мы А то, что говорим она о... перекладывается на бумагу, разве это не письменная форма фиксации того, что озвучивается Это народными письменная избранниками? фиксация, но тут опять же можно сказать, что председатель Верховного суда, ссылаясь на нормы законов и Конституции и законов, он может отказаться давать ответ. Он не может, а он должен отказаться от дачи ответов. Если председатель может отказаться от дачи ответов, тогда в чем смысл физического присутствия председателя Верховного суда для представления информации? Не все же вопросы касаются именно конкретных дел. Что-то касается направлено на улучшение судебной деятельности в целом. И Но улучшение на- деятельности судебной системы, он закладывается в целевой программе развития судебной системы. Пожалуйста, Джордж Кинеш утверждает, в рамках выполнения целевой программы развития судебной системы, пожалуйста, пусть заслушают информацию соответствующих структур, Минфина, например, судебного департамента. Но как раз таки при представлении информации весь вопрос именно зацикливается на конкретных делах. Например, задаются такие вопросы, почему не привлекаются следователи, по делам которых выносятся оправдательные приговоры. Такого рода вопросы разве правильно? В данном случае стоит вопрос о компетентности некоторых депутатов, которые, не являясь юристами, нарушают законы. Им То есть просто мы нужно исходим указывать. тогда из того, что весь наш депутатский корпус должен быть юристом для того, чтобы Нет, правильно задавать нет. вопросы. Да? Если председатель Верховного суда четко скажет, что не вправе давать ответ на ваш вопрос ввиду норм Конституции и законов, я думаю, что депутаты вскоре перестанут просто задавать такие вопросы. Можно еще дополнительно отвечу? Пожалуйста. До начала рассмотрения вопроса председательствующий на заседании, он как бы предупреждает депутатов, что как бы информация должна носить характер чисто вот статистика, бюджет, то, что с невмешательством в судебное дело, именно конкретное дело. Председатель заранее предупреждает депутатов. В последнее время вы, наверное, сами видели, вот вы там же показывали, то, что вот таких вопросов не было. Последняя информация, представляемая Да, Верховным да, судом, да. там вы присутствовали? Какие вопросы задавались? Что в комитете, что на пленарном заседании? Не, я вначале присутствовал, а потом уже. Ну, тогда Не надо было догадался. поприсутствовать. Есть еще вопросы, коллеги? Нет? Спасибо, присаживайтесь.